Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моем канале «Студия вкуса», где я говорю о своей студии, о работе своей студии, о шоколаде, ну и немножко о своей жизни. Давно я не появлялась здесь, давно я не снимала свои влоги, на то были свои причины, о которых я расскажу чуть позже. Ну и дочка, конечно, мне пристыдила и говорит: «Мама, любила твои влоги, почему ты перестала их снимать?» Надеюсь, вы соскучились тоже по моим видео. Ну а сейчас хочу рассказать, что же произошло за тот долгий период, который я отсутствовала в моей жизни, в моей студии. Ну, во-первых, заказы никто не отменял. Время летит очень быстро, праздник за праздником. Нужно продумывать коллекции, нужно подготовить эти коллекции, нужно делать ваши заказы. И все это, конечно, вот как-то в этом году происходило очень быстро. Плюс, вы знаете, что я провожу обучение по работе с шоколадом. И в этом году осенью я решила улучшить свой курс, углубить знания, которые я даю на курсе, дать больше информации и снимать новые уроки. И это, вы понимаете, тоже занимает много времени. Ну и, конечно же, девочки, которые приходят ко мне на курсы, начинают обучение, у них появляется много вопросов, нужно разбирать моменты по темперированию, и мое присутствие в чате каждый день тоже обязательно. От этого никуда не деться, потому что у нас на тарифе вместе идет обратная связь, и девочки даже мне могут видео снимать, если у кого-то не получается сразу правильно темперировать шоколад, такое бывает. Поэтому мы работаем вместе. Также в этом году было невероятно большое количество разнообразных наборов, которые я предлагала своим клиентам. Ну и все это нужно было показать и рассказать. Также я хочу отметить своих девчонок, которые у меня давно уже занимаются шоколадом, которые давно ко мне пришли на курс. Девочки, которые не стоят на месте, а двигаются вперед, каждый в своем направлении. Они получили знания по шоколаду, применили свои знания, но захотели двигаться вперед. Так вот, хочу рассказать вам об одной моей ученице, которая выбрала немножко другое направление, изучив работу с шоколадом. Она стала делать молды для шоколада. Выбрала замечательную профессию, и сейчас она делает очень красивые молды, которые дают эффект вау. Ну и мы с ней создали такую коллаборацию и работаем сейчас вместе. Она делает молды, я показываю в работе эти молды вместе с шоколадом. Вот сейчас немножко покажу вам, какие молды невероятные она делает и что можно сделать из шоколада. Это просто чудо, это просто красота нереальная. Мои клиенты все довольны, особенно вот девушка в шляпе произвела просто фурор. Просто фурор, ее все обожают. Ну и, конечно, у Татьяны это Сибирь Молд. У нее называется ее бренд Сибирь Молд. Невероятный вкус, невероятная подача, уже какой-то свой стиль. Ну, очень красивые молды. И вот вы можете в данный момент смотреть и убедиться в этом. Как вы знаете, некоторые девочки пришли ко мне на обучение после просмотров роликов о пастиле. Потому что свою деятельность я начинала именно с пастилы. И я после операции начала снимать ролики именно об этом. Кому-то зашли ролики мои, кому-то не зашли. Но, друзья, я училась. Мне нужно было что-то после операции делать. Я получила инвалидность и пенсию, тогда еще 8 тысяч рублей. И я не могла работать. Полгода я вообще лежала. Нужно что-то делать. Я решила, буду снимать ролики, буду радовать вас, буду показывать. Конечно, я хотела потом сделать, наверное, монетизацию, но это не случилось, да, монетизацию прикрыли. И я все ролики чисто снимаю вам на энтузиазме. Сейчас, наоборот, многие уходят с площадки, потому что и Дзен там
прикрыл монетизацию и хочет сделать контент в виде постов. И на YouTube у нас нет монетизации. Поэтому, друзья, все убегают, а я иду к вам. Надеюсь, вы будете смотреть мои ролики с удовольствием. И, конечно, мне важно ваше мнение по поводу любого вопроса, чтобы улучшить свой контент, улучшить свою работу, может быть, дать вам какую-то пользу. Ну, будем вместе двигаться дальше. Ну так вот, многие девочки ко мне пришли именно после просмотров роликов о пастиле и пришли обучаться шоколаду. И вы знаете, оказалось, это невероятный тандем в работе, да, потому что многие девочки пошли дальше, они пошли на другое обучение по фуд-букетам, и они делают невероятные букеты, невероятные корзины с фрипсами, делают цветы из фрипсов яблочных, крутят розочки из пастилы, добавляют туда шоколад, добавляют туда зефир. И получаются такие невероятные работы, просто не описать. Мне очень нравится, когда девочки обучаются, когда девочки не стоят на месте и своим клиентам отдают невероятную красоту, эффект вау, и радуют их постоянно чем-то новым. Я сама такая. Я очень люблю обучаться. Я обучаюсь во всех сферах, несмотря на то, что времени совершенно не хватает. Почему еще я не смогла выходить к вам со своими роликами? Потому что я тоже прошла в этом году много обучений. И это даже не касается шоколада, это касается совершенно других областей. Вы знаете, вы, наверное, видели мои короткие ролики, шортсы о том, что я начала делать мыло, натуральное мыло из натуральных масел. Ну вот увидела, захотелось мне, да? Я творческий человек, мне всегда что-то хочется новенького. И я делаю это мыло. Конечно, очень трудно вести несколько страниц, потому что у меня по шоколаду много страниц, и я везде, где только можно. И там, и там, и там, и там. Мыло с шоколадом несовместимо, поэтому мне пришлось сделать отдельную страничку, отдельное название придумать. Но оказалось, это очень трудно вести и шоколад, и другую страницу. Но я не унываю. Я надеюсь, что все будет хорошо. Ну так вот, и после обучения по мылу я пошла на обучение по косметике. Я захотела пользоваться своей натуральной косметикой, и я прошла хорошее, дорогое обучение по косметике. И сейчас я делаю для себя крема. Ну, хотелось бы и на продажу, но вот так как я сказала, что мне очень тяжело вести и ту страницу, и эту страницу, поэтому пока получается просто для себя. Делаю крема, делаю маски, делаю лосьоны. В общем, чего я только не делаю. В общем, делаю я много и пользуюсь своей косметикой. Вот. Но я пошла дальше. Я еще прошла курс по свечам. И, девочки, и вот здесь я, наверное, остановлюсь. Вот мне очень нравится. Я хочу вам сейчас несколько свечей своих показать. Я думаю, вам тоже понравится. Девочки, клиенты, которые получали эти наборы, они оставляли очень хорошие отзывы, им очень нравится, и мне нравится с этим работать. Начала я с курса по основам свечеварения, и я начала изготавливать свечи вот в таких баночках. Подбирала ароматы. Вот эту баночку я себе оставила, и я уже ей пользовалась. Тут у меня аромат груши в карамели. Очень нравится моим клиентам. Клиенты очень довольны. Вот. Ароматы все яркие, насыщенные, вкусные. И вот начинала с таких баночек. Но мне оказалось мало. И я пошла дальше. И, друзья, я купила несколько курсов по работе со свечами, в том числе с гипсом. И вот я сама, друзья, делаю
изделие из гипса. Вот это у меня была моя первая работа, новогодний шар. Вот это тоже я здесь уже, моя свечка. Новогодний шар. То есть я сама делаю изделия из гипса, я сама крашу, я сама все покрываю лаком, красками и так далее. И заливаю воск. Воск у меня только натуральный. Ой, красота нереальная. И вот смотрите, такая же свеча. Я ее уже применила. Видите, у меня уже цветочки. Все цветочки сделала сама, все приклеила. И вот такая свеча. Мне это очень интересно, друзья, поэтому показываю вам. Изучила вот такую технику. Декупажем я давно занималась, еще в молодости, но здесь немножко другая техника. И вот тоже посмотрите, какая красота, да? Цветочки. Ой, а что внутри у нас? Смотрите. Ой, это, по-моему, у меня розовое шампанское. Да. Посмотрите, как можно украсить свой дом невероятно красивыми свечами. Ну вот разные. Дальше у меня была Пасха. На Пасху я предлагала вот такие свечи. Еще у меня был кулич. Но куличи все распродала, поэтому пока новые не сделала. Пасха закончилась, посчитала, что нет надобности. Вот такая свеча в виде яйца с бантом. Очень актуальный тренд в этом сезоне бант. И свеча-куличик. Ну вот здесь покажу вам. Вот такие свечи. Еще, друзья, купила вот такой молд. Везде нужны молды. Самое, что интересное, куда ни кинься, везде нужны молды. У меня уже целая квартира в молдах по шоколаду. Теперь у меня копятся молды для гипса. Посмотрите, какой невероятно красивый гиацинт. Это только гипс. Я его еще буду разукрашивать. Но это я уже после отпуска сделаю. Скоро ухожу в отпуск. После отпуска, и он будет невероятно красивый. Вот тоже вот такая будет свеча. Ну и, конечно, маленькие подносики. Вот такие подносики я делала к Пасхе. Вот такой красивый подносик, который я использую для фотографий. Ну, в общем, красота у меня тут, друзья. Это что касается темы, которая не соприкасается с шоколадом. Косметика, свечи и так далее. Все это мне безумно нравится. И, соответственно, обучаешься, нужно быть во всем этом. И на это тоже уходит время. Дальше, друзья, Пасха. На Пасху я приобрела курс по куличам. И я на Пасху своим клиентам предлагала куличи. Конечно, первые куличи, пока еще я о декоре не думала, на курсе нам сказали, не выдумывайте сильно какой-то большой декор, который требует много времени, да? Делайте что-то попроще, потому что когда будут заказы, вам же это все сделать нужно будет. Я очень хотела вот такой бант посадить на кулич, но потом посмотрела, сколько его надо делать, как его надо сушить, нужно место, нужно время, и я сделала все попроще. Но, друзья, я купила курс по зефиру. Один курс я купила еще летом, и он у меня лежит. Мне очень нравится зефир, цветы, которые делают руками, да, вот каждый лепесточек с насадкой делают вот такой зефир. Очень мне нравится. Ну, друзья, в последнее время стали болеть у меня пальцы. А я понимаю, что там, чтобы работать, нужно на мешок делать сильное давление. Ну, я решила, что, наверное, я подожду пока с этим, а может быть, вообще подожду. И приобрела еще курс один по заливке зефира в молды. И сейчас я осваиваю эту технику. Пока еще не могу подружиться с зефиром. Несколько раз уже пробовала сделать массу. Ну вот, пока не совсем получается. Сейчас покажу вам свой последний результат, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Этот зефир я уже делала из черничного джема. Делаю на основе джема и на основе яблочного пюре. Этот зефир на основе черничного джема, поэтому он у меня такой однотонный. До этого я делала светлый зефир и окрашивала в нужные мне оттенки. Вот.
Ну, а этот вот такой. Вот смотрите, цветочки должны получаться как живые, как настоящие. Какая детализация. Мне нужно добиться такого результата, чтобы зефир не лип. И можно уже было тогда предлагать своим клиентам. Пока еще только пробую. Вот смотрите, какая гортензия. Неимоверной красоты цветы. Конечно, это, опять же, не дешевое удовольствие, потому что молды для зефира стоят еще дороже, чем молды для шоколада, и занимают еще больше места в моей квартире. Но, друзья, пока мне кажется, это того стоит, потому что я не могу. Я купила немножко молдов, я купила 3 размера пионов. Вот он большой, вам показала. Так, вот это вот средний у меня пиончик. Видите, какие листики. И вот этот бутончик будет, бутончик. Я купила гортензию, но очень она мне нравится в композициях. И я купила, вот забыла, как называется, хризантемка, что ли. Но, честно говоря, думала, что она немножко другая будет, чуть побольше и немножко другая. На картинке она была не такая. Ну, приспособлю куда-нибудь. И все. И представляете, вот 3 вида цветов. Я еще в корзину покидала у разных производителей. Осенью приеду, я докуплю цветы. И, надеюсь, уже массу освою. И буду предлагать вместе с шоколадом своим клиентам зефир. Зефир очень вкусный, разные вкусы получаются в зависимости от того, какой джем берешь. Очень вкусно получается, сладко, да, но это зефир, ну что делать. Вот, друзья, поэтому вот такие у меня новости. Дел было в этом году очень много, работы было очень много. Ну и, конечно, почему я не могла все снимать, потому что так как мы с Татьяной работаем вместе, да, то мне нужно было снимать все процессы, как я это делаю, в вертикальном, так, в горизонтальном положении телефона, чтобы снимать рилсы. И всю работу я снимаю вот так, поэтому, чтобы снять вот так, у меня еще одного телефона нет. Ну и, конечно, чтобы снимать какие-то влоги по работе с шоколадом, там уже немножко другая работа нужна. Поэтому вот не получалось. Я постоянно в съемках, я постоянно в процессе, я постоянно делаю шоколад, я постоянно выполняю заказы, я постоянно снимаю. Ну вот съемка у меня каждый день, друзья. Я все, что делаю, все снимаю. Поэтому не получалось у меня выходить к вам со своими влогами. Я надеюсь исправить эту ситуацию. И надеюсь, вы также ждете мои видео, как моя дочка. Сейчас вам покажу еще одно мое дело, которым я занимаюсь по вечерам, когда уже устала от всей работы, и когда я отдыхаю, что я делаю в это время. Ну, а в это время, друзья, я вяжу. Вечерами я вяжу. Очень люблю бактусы. Бактусы – такой платок, да, который можно носить как на шее, который можно носить на голове. И я себе постоянно вяжу разные к шапке. Связала шапку, вяжу бактусы. Да, ну, на мне не так красиво смотрится, я ношу как шарф. Да? Вот. Связала вот такие чепчики с пайетками. Актуальные были в этом сезоне такие шапули. Вот связала косынка, тоже актуальный тренд в этом сезоне. Она идет на пуговки, можно спереди завязать, можно сзади завязать. Вот такая косыночка вяжу. Ну, шапки уже не буду показывать, шапок много. Вяжу себе, друзьям. А к лету, посмотрите, какую красоту навязываю. Смотрите, нереальная красивая косынка, которую вы тоже можете носить как на голове, так и вот здесь на поясе. И тоже тренд этого сезона. Вяжу уже крючком. Я обычно спицами вяжу,
косыночку вяжу, вот ее постирать надо, она будет ровненькая, гладенькая. Посмотрите, какая красота. Вот, друзья, рассказала, почему меня не было, все вам показала. Надеюсь, буду продолжать снимать видео, продолжать снимать влоги. Надеюсь, вам нравится смотреть мои влоги, буду вас радовать. Ну и, конечно, сейчас впереди лето, работы на моем поприще уже не так будет много. Плюс я уезжаю в отпуск, возможно, что-то сниму, какой-то влог оттуда. Вот, с отпуска. Еду в Турцию к своей дочке. Вот. Поэтому вот такие у меня дела. Надеюсь, не уболтала вас. Многие не любят, когда я много говорю. Ну, у нас сегодня с вами было такое видео о том, почему же я пропала, куда я делась и чем я занималась. Планирую еще снять видео о моем обучении, рассказать вам, что же там происходит, показать работы девочек, к чему они пришли, чему научились, зарядить вас энергией шоколадной. В планах есть снять еще ролик, но это не касается студии вкуса, но ища на просторах какой-то материал по своей проблеме, послеоперационной, да, я поняла, что очень много людей в такой же ситуации. Либо кто-то сделал операцию, либо наоборот не знают, делать или нет. Я хотела бы просто рассказать свою историю. Может быть, она кому-то поможет. Вот такие у меня планы. Ну и, конечно, показывать вам какие-то процессы, какую-то работу, что-то рассказать интересненько. Ну, это все впереди. А пока я с вами прощаюсь и надеюсь, до новых встреч. Не забывайте, пожалуйста, оставлять свои реакции, не проходите мимо. И под видео пишите свои комментарии, о чем бы вы хотели видеть у меня на канале. Какие вопросы вас интересуют, что вам рассказать, что вам показать. Ну, чтобы я немножко вошла в колею и поняла, чего вы от меня ждете. Да? Что бы вы хотели, чтобы я вам рассказала и показала. Ну, а я прощаюсь с вами. Всем всего наилучшего.